Санкт-Петербург – одна из лучших деловых площадок вот уже 25 лет для регионов страны, госкорпораций, предприятий, бизнесменов. Участники форума шутят, что здесь за 3 дня можно найти любого нужного человека. Стенд Татарстана традиционно расположен в хорошем месте при входе в павильон, и уже день начался с хорошей новости. В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России республика лидирует по всем направлениям. Чтобы были результаты работы зримые и экономически ощутимые, нужно развивать контакты. Делегация республики второй день работы на форуме в серьезном активе. Общее число подписанных соглашений о сотрудничестве приближается к 10. Подписывается соглашение о сотрудничестве. Одно из важных – о сотрудничестве по организации и проведению второго международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в Казани. Подписантами стали Министерство строительства ЖКХ России, госкорпорация Росатом и Республика Татарстан. Опыт проведения WorldSkills показал, что роль, значение этих соревнований вообще в мире очень престижна, и тем самым мы поднимаем престиж рабочих профессий. Понимание родителей, что их ребенок должен идти куда-то там в вуз, получить какую-то специальную, а потом работу не может найти. А вот WorldSkills показал, что вот этих чемпионов, которые там даже в национальном нашем чемпионате, вот эти работодатели сразу с мест с высокой зарплатой забирают. И кандидаты города, которые участвовали в выборе площадки второго чемпионата, была Казань, Санкт-Петербург и город Новосибирск. Но вот было принято решение провести его в Казани. Поэтому спасибо Рустаму Галевичу. Я знаю, что будет проведено очень успешно. Сегодня же были затронуты вопросы комплексного развития территорий страны. Татарстан принимал участие в пилотном проекте по созданию единой базы по объектам недвижимости и инфраструктуры. Рустам Минниханов, выступая на тематической панельной сессии форума, обозначил проблемы, которые необходимо решить. Наличие большого количества объектов недвижимости по нашей республике, более 850 тысяч, не зарегистрированы правами. Мы провели выездное обследование, собрали информацию о собственниках этих участков здания. Однако порядок направления в Росреестр сведений о правообладателях ранее учтенных объектов, установленный федеральным законом, достаточно трудоемок и продолжителен во времени. Поэтому нам необходимо рассмотреть возможность упрощения этой работы. Следующий вопрос – проблемные проблемы выморочного имущества на территории нашей республики. Выявлено более 20 тысяч объектов недвижимости, права на которых зарегистрированы на умерших лиц. Также на федеральном уровне есть необходимость определить орган, который будет вести учет всего выморочного имущества и готовить нормативные документы, регулирующие процедуру ее регистрации. Тоже о территориях, но туристических, красивых и обустроенных сегодня говорили в ходе подписания многостороннего соглашения о создании новых турнаправлений. Великий Волжский путь теперь станет вновь явью, на этот раз туристической. Вот не зря говорят, что женскому обаянию подвластно все, даже если оно в цифровом формате. За моей спиной красавица Дуняша, кассир, который стал точкой притяжения для всех участников форума. Все хотят с ней сделать селфи, ну и угоститься кофе и мороженым. Цифровизация сейчас во главе угла, и Дуняша тому свидетель. Не обошлось сегодня без тематических соглашений. Татарстан подписал такой документ с компанией ВК ВКонтакте. Будут делать совместные проекты, в том числе социальные. В частности, принята программа по льготной ипотеке. Социально важная тема уже в другом направлении – восстановление и развитие жилищно-коммунальной сферы. Сегодня также в повестке форума. На его площадке прошло заседание профильной комиссии Госсовета под председательством Рустама Минниханова. Результаты достигнуто, в том числе благодаря еженедельной штабной работе под вашим руководством. И еще одной важной новостью сегодня стало объявление о том, что Казань в 2024-м примет игры будущего. Технологичные виды спорта, кибердисциплины привлекут внимание продвинутой молодежи. Из 40 регионов страны в результате конкурсного отбора местом проведения была выбрана именно Казань. Сегодня это решение прозвучало от вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра спорта Олега Матыцына. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Санкт-Петербург. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.